Пидеровщимас, здравствуйте, уважаемые зрители. Абснахабар продолжает работу. Прежде чем мы приступим к беседе, я прошу вас подписаться на нас в YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok и следите за нашим сайтом тоже. Сегодня рад приветствовать нашего постоянного эксперта Сида Георгиевна Шакрыл. Сила Шабет. Будем говорить, наверное, о законе об иноагентах и вообще, как такое стало возможным, что в нашей стране обсуждается публично, открыто и довольно серьезно, на самом высоком уровне, закон об иноагентах, который президент Аслан Бжанец спустил в парламент. Как мы до этого дожили? Я хочу Как дошли до такой ручки. Да, как дошли до этого. Почему это стало возможным? Давайте с этого попробуем начать, а дальше уже разберем, кого на самом деле коснется этот закон и какие будут последствия, если он будет принят. Да, это такой на самом деле большой вопрос на одну целую передачу и больше, наверное, на самом деле. Но если говорить, как так стало возможно, так стало возможно, что, наверное, с послевоенных лет стало возможно, потому что мы так и не приступили к строительству своего государства. И чиновники, которые должны были отвечать за плохое управление, за то, что они не справились с теми задачами, которые стояли перед нашим государством и стоят, то они не несли никакой ответственности на протяжении 30 лет. И мне кажется, это одна из самых главных причин, что как-то чиновники находились во власти, и они позволяли себе заниматься своими делами, да, своим, благополучием и все остальное. И бывали такие, у нас немало таких коррупционных, скандальных дел, и люди, которые должны государству, до сих пор ничего не вернули, и они находятся и в другой стране, и в нашей стране, но благополучно живут. Мне кажется, это все связано. Но другая сторона этого вопроса, как стало это возможным в нашем обществе, это это вопрос, на который мне очень сложно ответить. Если говорить о какой-то моральной стороне этого вопроса, мне сложно ответить. Я все время думаю, как стало возможным в Абхазии, которая имеет такую тяжелую историю, связанную с репрессиями, которая пережила войну такую, грузино-абхазскую, и махаджирство, и много, таких в нашей истории тяжелых для нашего народа моментов. Как стало возможным, казалось бы, совсем недавно, 100 лет еще нет, мы пережили 37-е годы. Для нас сочетание это понятие иностранный агент связано с самыми худшими временами нашей истории, когда десяткам, сотням людей предъявлялось обвинение в виде этой фразы «иностранный агент», «агент иностранной разведки» и так далее. И из этого уже вытекал враг народа. Это у нас так все свежо в памяти, потому что это касалось жизни кого-то еще отцов, есть еще дети их живы, но мы внуки все еще живы. То есть это совсем недавно. Как так стало возможно, при том, что мы все это еще помним, все это свежо, и это боль, которую мы несем, и так легко стало возможным в виде закона даже это отправить в парламент. Официально называть, Официально таким... не постесняться, назвать именно этими словами этот закон. Как это стало возможно? Мой дед, я уже говорила как-то на той передаче, был в 1937 году расстрелян,
и его расстреляли, а моему отцу, ну, дети были еще очень, ну, малы, подростки такие совсем, там, 8, 9, 10 лет. И вот я вспоминаю сейчас такую историю, они, моя бабушка, их мама послала, знаете, что никто во двор не мог заходить, там, и помогать там не разрешалось, и все остальное. И вот она послала своих детей за мукой на мельницу. И мой отец со своим братом младшим пошли за мукой. И когда они подошли к мельнице, а там вот несколько... люди приходили, обычно же у мельницы там собираются, на мельнице, все разговаривали. Да. И они так увидели их и говорят, вот пришли дети предателя, врага народа, они тоже муку хотят. И вот тот мешочек, который они держали, закинули вот так высоко, что застряло на макушке этой мельницы. И мой дядя сейчас мне про это рассказывал недавно даже, говорит, мы такие расстроенные, заплаканные, вот ушли. И я почему как-то это вспомнила? Потому что не понимать нельзя, что это вот деление людей на своих, чужих, первосортных, второсортных, врагов, не врагов. Ну как это стало возможным, что кто-то позволил это, и президент позволил себе отправить такой закон в парламент, а в парламенте еще идут какие-то дискуссии, встречи, разговоры. У нас идут разговоры общественная палата как бы хочет этому, чтобы были широкое обсуждение этого вопроса. Но меня все равно это удивляет, как мы сразу не стали протестовать вообще против этого, как вообще все мы одним разом не встали со своих мест и не вышли на улицу. Какие-то, извините, сдвиги такие происходят в обществе, в общественном сознании. Это происходит на самом деле, на мой взгляд, тоже после победы в войне, вот эти все 30 лет. Вы сейчас сказали, я прошу прощения, что перебил, вы сказали о том, как вообще такое возможно, что мы это обсуждаем. Такая же мысль у меня была, когда обсуждали вопрос госдачи Пицунда. То есть, одна часть это общественники, оппозиционные силы, другая представляла власть. Я себя тоже поймал на мысли. Сам факт обсуждения вопроса делиться частью своей страны или не делиться частью своей страны, даже на национальном телевидении, это уже настолько понизить свой уровень как общество, как государство, то есть довести до момента, когда мы способны выйти и в народе обсуждать, извините, продавать или не продавать свою страну. Вот эта дилемма как будто бы у нас стояла. А сейчас мы перешли на следующий уровень развития в кавычках. Сейчас мы думаем над тем, назвать огромную часть своего населения, своих граждан предателями потенциальными или реальными, или не назвать. То есть мы обсуждаем довольно серьезно на тех площадках, о которых вы говорите. Причем, к сожалению, это делается еще и максимально непублично, максимально непрозрачно, без участия независимых СМИ. Да? И вчера было обращение в адрес абхазского телевидения, чтобы наконец начались какие-то хотя бы дискуссии, хотя бы давайте попробуем обществу рассказать, что за собой несет вот такое разделение наших граждан на, как вы сказали, там, одного сорта и сорта похуже. Обвиняют огромное количество людей, организаций, людей, обвиняют в предательстве национальных интересов, обвиняют в том, что они занимаются деятельностью, которая угрожает нашему государству, нашим ценностям, традициям и так далее. Но все такие формулировки, которые вообще ничем не подкреплены. И при этом нам не дают слова. Если это все так правда, все, что вы так говорите, почему вы боитесь дать нам слово?
Почему мы не можем точно так же выступить на одной площадке с вами и иметь возможность оппонировать вашим всяким, там, не знаю, обвинениям и так далее? Ну, этого не делается. И что самое ужасное, что люди, которые завтра готовы принять закон об иностранных агентах, они не отказываются участвовать в таких дебатах. Они отказываются участвовать. Да, они отказываются. Они отказываются участвовать в таких дебатах с нами. Потому что они понимают, что им нечего сказать. Ну, проще это сделать в рамках ночной сессии какой-нибудь. Конечно. И я опасаюсь, что в итоге эти люди проголосуют за закон, так и не выступив ни разу перед своим обществом и не обосновав, почему они считают, что такой закон должен быть принят в стране. У нас был пример Пицунды. Мы же не знаем, почему они так проголосовали. Да, мы до сих пор не знаем. Никто так и не депутаты. Вот у меня был такой, к сожалению, я расскажу о своем тоже опыте. Я хотела, группа людей, они хотели организовать встречу со своим депутатом, это Рашидаева. Вот. Но она вот так до сих пор мы не смогли эту встречу организовать. Более того, это было воспринято очень плохо. Это было воспринято, как будто мы вызываем на какой-то такой вот ковер. Нет, мы сказали, мы хотим просто задать вопросы. Может, после того, как вы ответите, мы скажем, правильно вы вообще сделали. Вот так именно и надо было делать. Но депутаты считают, что они не должны отвечать за свои действия, свои решения перед своим обществом. Но это очень плохой плохая ситуация, плохой прецедент, да, что они принимают, на мой взгляд, просто законы, которые не только там угрожают нашему государству, но вообще и существованию вообще Абхазии. Поэтому, мне кажется, в этом случае они не могут не отвечать на эти вопросы. Они не могут не быть прозрачными в своих вот таких вот действиях, решениях. Мне кажется, все это происходит потому, что все-таки общество пока позволяет все это. Ну, мы должны, наверное, еще отметить... Можно да, я, конечно. Вот относительно того, что в Генеральной прокуратуре происходило? Президент страны не может не понимать, что он сегодня руководит страной, где действует Конституция демократического государства. И Конституция этого государства предусматривает разделение ветвей власти. И он не может не понимать, что он не может указывать ни судьям, ни законодательной ветви власти. Конечно, он все это понимает. Но при этом мы видим, как и спикер парламента, и председатель Верховного суда сопровождает их в каких-то абсолютно незначимых для государства отчетах отчетного собрания Генеральной прокуратуры. Это в обычном режиме все. Почему? Что произошло такого, чтобы на этом собрании присутствовал председатель Верховного суда, который представляет независимую ветвь власти, и спикер парламента? Это уже говорит о том, что у нас проблемы с балансом ветвей власти. Это говорит о том, что сегодня президент может себе позволить указывать парламенту и суду, какие принимать решения и так далее. Вот в том виде, в котором, например, в каком он это сделал в парламенте, в каком он делал это в общественной палате и на встрече у себя с представителями разных групп общества. Поэтому то, что там произошло в Генеральной прокуратуре, мне кажется, многих должно отрезвить. Это то, как будет работать этот закон. Мы могли увидеть это в Генеральной прокуратуре. Этот закон будет позволять обозначать врагов народа, которые угрожают нашим интересам. И что самое ужасное, не было как-то не знаю, неудобно, что
просто эксперта можно, да, обозначить как человека, который, да, угрожает национальным интересам Абхазии. Это говорит о том, что, то есть, просто экспертное мнение нельзя иметь. Ну, если оно противоречит мнению... Не то, что критиковать, Да. не то, что там, да, быть недовольным управлением наших чиновников, а просто иметь свое экспертное мнение и видение того, как бы, да, было бы хорошо, да, для Абхазии иметь там свою валюту, не иметь. Это же, это не просто звоночки, это колокол. Просто я, знаете, я хочу, ну, вот как-то, может быть, как-то ясно больше выразиться, более ясно выразиться и сказать, что беда пришла в наш дом. Она пришла. Если мы позволяем реанимировать 1937 год, беда пришла. Кто-то сейчас говорит, вы знаете, да, вот то, что физически в этот закон, Да. который предлагается об инагентах, касается организации и физических да. лиц. Вот. Сейчас идут такие слухи, что вот, возможно, там депутаты не согласятся с тем, чтобы физические лица были туда внесены, а вот, наверное, все-таки организация это да. Ну, вот такие вот идут, да, размышления о том, что это допустимо, недопустимо. Я уже говорила о том, что вот удивительно, что это вообще допустимо об этом говорить, и что кому-то это вообще могло прийти в голову, и кто-то вообще смог это направить. Но даже и знаете, и, на мой взгляд, это делается так специально, потому что за все эти годы же дискредитировали бесконечно общественные организации Абхазии, которые работают с международными организациями и так далее. Все время. Потому что все-таки представители гражданского общества более открыто критиковали, исследовали, анализировали, мониторили разные сферы и так далее, и делали аналитические доклады, статьи и так далее. И это всегда раздражает власть, потому что, в общем-то, кого критиковать? Конечно, критикуем чиновников, которые находятся во власти и которые плохо управляют страной. И вот и так пошло, что гражданское общество, представители неправительственных организаций, они независимые, они не подчиняются там, указаниям какого-то министра, который скажет не говорить про это. Никто... И получается, что нас усмирить очень тяжело. Да? И вот эта вот кампания, она же многолетняя, десятилетия. Ну, все эти послевоенные годы почти, не знаю, вот с 2000-х, нет, почти сразу вот после войны, мне кажется, там, с 99-го, 8-го, может, все это уже... Ну, у нас, извините, были примеры. Я вот недавно даже в интернете видел, когда Владислав Арзанов радовался возможности, что наша молодежь сумела выехать там, в Соединенные Штаты, встретиться с Кофи Аннаном и так далее. Это показывалось на национальном телевидении, этому придавалось огромное значение, и там следующая его фраза была, что вот в следующей поездке будет там гораздо больше Я участвовала детей. в одной из этих поездок. То есть все-таки, если брать такой фактор, что вот некая открытость миру, да, которая через такие связи, да, неправительственные организации, через международные организации, это закрывается вместе с этим законом. Вместе с этим законом, то есть мы закрываем один из путей, которому следовал, Можно ли вот вы вот эту часть вторую как-то не забудьте про то, что про закрытие, да, Абхазии и так далее, а вот про эту часть, что все-таки при Владиславе Арзанове вот эти проекты были, которые там дети, да, я участвовала в одном из этих поездок, и мы ездили в Америку, и это были Это были программы по конфликтологии. Мы готовили здесь в течение года, готовили молодых ребят, как все это связано с конфликтом, да, и с грузино-абхазской войной. Кстати, мы возили туда детей погибших.
И с одной и с другой стороны там были дети из Грузии, дети из Абхазии. Это, например, когда я возила детей, ездила с ними, это в университете в Вашингтоне, в университете Джорджа Мейсона. И дети целый месяц там были. Они имели возможность встречаться с лучшими тренерами, да, экспертами и так далее. И при этом там были грузинская, да, молодежь. И вот эти на уроках, и вот этих, уроки, лекции, семинары, да. Там разные форматы были. Они учились тому, как аргументировать свою точку зрения, как отстаивать свою позицию. Но все это цивилизованно, да, цивилизованным образом. И для этого нужны были знания и так далее. И мы работали. То есть это и Владислав Арзанов именно это отметил, и отмечал, да, потому что это было важно. И я хочу сказать, что, кстати, эта программа, она была программа USAID. Эта программа была самая USAID, критикуемая сейчас, критикуемая и так далее. Ее реализовали не неправительственные организации, ее реализовало Министерство образования Абхазии. Вот. Но я еще хочу вместе с этим сказать, что потому что было понимание того, что мы должны выходить в мир. Если мы хотим быть признанным независимым государством, мы должны общаться с международным сообществом. А кому признавать Абхазию? Не на Луне же наше признание искать, не на Марсе, не на иных планетах, а именно у тех, кто сегодня является ведущими странами мира, кто входит в Организацию Объединенных Наций и так далее. В Советы Европы, там, да, Евросоюз и так далее. Это разные структуры, которые сегодня к которым мы должны апеллировать. Вот. Я вот хочу сказать, что это понимание было, и поэтому сразу после, и во время войны уже работали такие организации, как Красный Крест и так далее, и после войны сразу, да, ООНовские структуры и все. И я должна сказать, что и вот организации, там, касающиеся защиты прав человека и так далее, ООНовские структуры, это работали они сразу практически после войны. Начали работать, и потихоньку их присутствие увеличивалось и так далее. Это в ситуации, когда мы сами свои границы контролировали, да? Тогда еще это не 2008 год. Мы не были признаны Россией. Мы были в блокаде, да, СНГ. Мы вот в таких жесточайших условиях были. С определенной периодичностью локальные войны происходили. И в Кальском районе, вы знаете, какая была ситуация? Никому и в голову не пришло обвинять в шпионаже эти организации и так далее, и выдворять их, и говорить, что они не могут здесь работать, потому что они могут там. Хотя в то время никто не признавал независимость Абхазии, все признавали территориальную, и как по сей день. Да, то есть с первого дня там в повестке стоял вопрос. Я расскажу о своем опыте, если позволите. Признание территориальной целостности, и исходили все делегации с того, что вот мы признаем территориальную целостность, и потом уже начинался весь последующий переговорные, переговоры все остальные. И в этих условиях никому в голову не приходило называть кого-то иноагентом они и так далее. Дружественные, недружественные страны, говорить об этом, да. А как люди, которые вот не знают нас, да, не смогут быть сразу друзьями нашими, да, или там, организации, кто-то может думать, что вот они все про нас там знают, про то, как в Абхазии там жизнь обустроена, и как вот тут политическая жизнь там протекает. Нет. Вы знаете, это, конечно, не надо обольщаться, аргументация что прямо власти. Вот они сидят и изучают прямо и думают. Нет, аргументация власти очень слабая, надо признать. Мы должны доносить, мы должны доносить, мы должны рассказывать, почему мы хотим быть независимым, почему мы считаем, что мы заслуживаем того, чтобы быть частью международного сообщества и быть независимым государством. Мы должны доносить свою точку зрения. Это понимание было на протяжении всех этих лет, да? И вдруг на 30-м году жизни, как говорится, кому-то, вдруг кто-то решил, что мы должны повернуть в другую сторону. Выступал там на встрече там на телевидении Сергей Шамба, и который говорил о том, что сейчас вот геополитические там, вопросы, вызовы такие, что нужно так. Слушайте,
Но мы должны понимать, что у той же России она признана, у нее другая повестка, у нее другие задачи, цели и так далее. Но у нас тоже свои цели и задачи. Если мы закроемся от международного сообщества, да, от всех стран, которые нас не признали, а в итоге практически никак, ну, останутся, кроме вот тех стран, которые нас, 2-3 страны, которые нас признали, больше нет. Значит, мы закрываем свою страну, и значит, мы закрываем свой проект, да, по признанию независимых Я по государств. поводу Сергея Мироновича, если позволите, скажу. Пожалуйста. Сергей Миронович читал лекции мне, ну, нашему курсу, не лично мне, конечно. И на первых курсах у нас появилась возможность поехать в Соединенные Штаты Америки. И отбор этот проходил в МИД Абхазии. То есть нигде бы то ни было, а мы общались с представителями иностранных государств именно в МИД Абхазии. К счастью, я прошел отбор, но, к сожалению, у меня не было паспорта. И, то есть, пройдя отбор, мне не удалось поехать в Соединенные Штаты. И вот группа наших студентов, моих однокурсников в том числе, тогда поехала и в Вашингтон, и у них были встречи, они приехали сильно довольно счастливые. И это происходило как раз в бытность Сергея Мироновича министром иностранных дел. И часто он читал нам лекции, он приходил в нашу аудиторию, рассказывал о том, как налаживаются связи, как контакты выстраиваются с иностранными государствами. Поэтому вот такая перемена, она удивительна. Вы знаете, ну, это перемены, которые, да, ну, люди могут меняться и так далее, но они тогда не могут занимать такие важные посты в государстве. Сергей Миронович много чего вот как бы сказал, да, и, ну, вот в этом интервью, последнем большом интервью на ГТРК, он сказал такую вещь: а мы что, кто вообще думал, что кто-то нас вообще признает, верил в это. И у меня такое вот возникло такое страшное, да, чувство, что ну, как люди, которые возглавляют столько лет важное ведомство, работали, не веря в то, что нас признает международное сообщество. Значит, работа не проводилась. Но мы в это направлении. поверили. Вы знаете, когда мы были студентами, мы верили, что наше образование, и наша учеба, и наша жизнь, она в какой-то части будет как раз посвящена тому, что Абхазию признают, Абхазия войдет в семью признанных языков, говорю, стран, да, и так далее. Ну, так все и было, но то, какая сейчас риторика, что мы никогда и не думали, что кто-то нас признает, это вот на этой встрече, или же депутаты парламента, вот я тоже выступала со своим отчетным докладом, будучи уполномочена, и там Леонид Иванович Лакербай сказал: так кто нас признает? Да никто никогда нас не признает. Но не могут люди находиться у власти и занимать такие высокие, да, должности, люди, которые не верят в проект, да, абхазского государства, не верят в то, что Абхазия может быть самостоятельным, независимым государством. Но значит, эти люди должны уступить свои места, понимаете? Иначе мы вот окажемся в том, что мы будем вот такие законы принимать под видом. Вы знаете, какое обоснование? Я буду сегодня, наверное, часто цитировать. Получается, что я цитирую Сергея Мироновича, но дело в том, что он один из тех, кто лоббирует этот закон, и очень серьезно лоббирует. Вот. Он в своем интервью обосновал необходимость принятия закона об иностранных агентах тем, что России не нравится, что здесь работает НПО и так далее. Да? Или же там он говорил, что у нас есть обязательства относительно вот специальной военной операции, обязательно перед Россией вот в период СВО, и что сейчас вот такие вот
У нас, извините, у нас же не проблемы может быть, геополитические. у нас не может быть такие, да, обязательств нарушать конституционные права наших граждан. Да. Ну, это И вы как-то... знаете, конечно, ну, мне кажется, это вот немного, ну, вот как-то, это вот предательски по отношению к своему собственному народу, вот, приводить вот эти вот вещи как аргументы в пользу того, что нам нужно принимать этот закон. Какое это имеет отношение? Какие у нас у абхазского общества и граждан Абхазии взаимоотношения со своими чиновниками и государством? Какое это имеет отношение к геополитике? Вот вы знаете, я вот слушаю, там, скажем, например, министра иностранных дел, там, да, и Сергея Ильича, вот такие конспирологические выражения, вот такие вот это, ну, прикрываясь геополитическими такими масштабами и так далее, и вообще непонятно, в чем суть вообще вопрос, о чем они говорят. Как это вообще связано с тем, что они предлагают. Вот если мы будем критиковать президента за то, что у нас воры гуляют или там, не знаю, преступники, там, не знаю, казну обворовывают чиновники, значит, мы мешаем проведению специальной военной операции. Ну, да, здесь вот. передо мной закон, и он говорит о том, что если так, ключевые вещи, вот мы одну сторону обозначили, это изоляция Извините, Абхазии. можно я договорю про Да, вот конечно. это СВО? И вот эти чиновники начинают вот прикрываться тем, что это нужно там кому-то, это нужно нашему союзнику, партнеру и так далее. И вот когда приводится еще и в пример специальная военная операция, там, да, я вот хочу сказать, что вот люди, вот эти чиновники, которые хотят, вот, считают, что нужно, да, поддержать эту операцию, да, или там, быть лояльными к этому. У них есть, лично у каждого есть на это возможность. Вот, например, Инал Арзанба, молодой парень, он работал тоже, у него была своя работа на Украине, он провалил, говорят, эту работу. Вот он может, ну вот как-то постараться реабилитировать себя и поехать туда с оружием в руках. Или у этих чиновников, которые сегодня ссылаются на специальную военную операцию, и поэтому нам нужно здесь принимать какие-то особенные законы и так далее. Вот. Они тоже могут свою лояльность, преданность и поддержку проявить тем, что поехать туда, отправить своих детей туда могут. У них довольно взрослые дети. Вот, понимаешь, они будут отправлять чужих детей, не своих детей, да, на эту войну, будут лишать нас права голоса, лишать наших свобод и так далее, но для себя они все это будут иметь. Я хочу, чтобы это все понимали, что здесь вопрос личных выгод. Вот объясняли, почему нужно Пицунду продать олигархам, да, что это нужно там России. В итоге выясняется сейчас, что проблема в том, что третьим, да, тоже лицам нельзя продать. Да. Вот это все, конечно, когда-то со временем все это будет вылезать, но боюсь, что для нас все это поздно будет. Но сегодня проводниками вот этой вот, да, антиабхазской повестки являются именно эти люди. Наши чиновники высшего звена. Президент, там, Сергей Шамба, это секретарь Совета Безопасности, министр иностранных дел, министр юстиции и депутаты парламента. Депутаты парламента сегодня мы вынуждены объяснять. Ну вот очень многие сейчас пытаются говорить с депутатами парламента. Вот, ну, в общественной палате были разные дискуссии. Потом, ну, считают важным, как бы, вот, да, я тоже считаю важным, чтобы в парламенте было расширенное, да, заседание, чтобы общественность могла участвовать в обсуждении этого вопроса и так далее. Но, вы знаете, этот вопрос вот в 2021 году общественность Абхазии
подписал обращение к президенту, парламенту, к премьер-министру, в котором вот выражали свою обеспокоенность по поводу принятия закона об инагентах в 2021 году. Около 700, да, или 500 с чем-то подписей. И сейчас, кстати, вот этот список выставляют как список иноагентов и так далее. Да? Это тоже вот люди звонят друг другу и говорят, а почему в этом списке, какое вы имеете отношение к этим организациям неправительственным, как будто это какие-то вот организации, которые занимаются какой-то подрывной деятельностью. Вот такую они создали атмосферу в стране, недоверия, лжи и так далее. И вот сегодня, получается, что с 2021 года вот это письмо тоже у них там лежит. И все равно, несмотря на это, у них, оказывается, не было времени изучить вообще это законодательство. Проблем нет. Изучить там, какие последствия этого закона могут, да, ожидать Абхазию. Дело в том, что эти законы были приняты еще в 2012 году в России, а потом они каждый раз ужесточались и так далее, вносились поправки и все остальное. И в других странах постсоветского региона есть страны, в которых приняты. И в связи с этим, например, Верховный комиссар, да, по правам человека, Совет Европы, там, ООНовские агентства, ООНовские, да, эти механизмы и так далее, они дали оценку этому. Есть абсолютно, там, не знаю, построчно разобранные, да, эти законы, что они нарушают, какие права нарушают, чему это приводит, как это будет влиять на внутриполитическую, внутри вообще, да, ситуацию в стране, как будут лишены возможности, как вообще гражданское общество будет уничтожаться, да, в результате принятия этого закона. Так что, если бы депутаты парламента хотели бы получить анализ этого, да, законопроекта, этот анализ доступен в сети, интернет, ради бога. И этот анализ сделан лучшими экспертами в мире, да, правозащитниками, Amnesty International, например, тоже дает такой очень серьезный анализ этому закону и так далее. И депутаты парламента, и наши чиновники, они имеют возможность увидеть и почитать, что за страшный это, за какой страшный. Давайте мы к нему вот сейчас вернемся. Вот один аспект мы проговорили, это международная изоляция частичная. Второй аспект, о котором вы сейчас говорите, это уже политическая изоляция граждан Абхазии. То есть, если ты получаешь некое финансирование, просто работаешь в международной организации, тогда тебе нельзя участвовать в равной степени с другими гражданами Абхазии в политической и общественной жизни. То есть, например, молодежь работает в международной организации, но им нельзя выступать за свои права публично. Если они вдруг выступают, все, иностранный агент. То есть я почему такой пример привожу, такой пытаюсь совсем упростить. Одна из ключевых целей, на мой взгляд, этого закона просто, ну извините за такую грубое, да, закрыть рот тем, да, заткнуть. Да, да. Просто вот чтобы они не разговаривали. Да. Вы знаете, слово скажешь, ты агент, тебя вот, будут преследовать. Вот этот закон, да, ну если вот, я не хочу разбирать этот закон, потому что это я даже... ключевая вещь, которую я хотел обозначить. Я вернусь именно к тому, что вы сказали. А так вот в целом я закон не хочу разбирать, потому что, вот я уже сказала, тем, кто хочет ознакомиться с тем, что это за закон, пожалуйста, пусть откроет просто сайт ООН, да, и эти все структуры и так далее, они там увидят эти законы. Нет проблем в этом. Вот. Но
посмотрите, вот этот закон о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, называется. Кстати, многие как бы увязывают и так говорят о том, что вот такой закон существует в Америке и так далее. Но абсолютная ложь, конечно, никакого отношения к этому закону тот закон не имеет. Я не знаю, я говорила уже об этом или нет, но если коротко, этот закон об иностранных агентах, он абсолютно вот такой ясный, понятный. Если какая-то организация или какое-то государство хочет лоббировать, да, ну не знаю, какой-то закон или какую-то там, не знаю, организацию и так далее в чужой стране, они это официально делают. То есть я вот такой-то там, да, представляю такую-то организацию, я хочу вот этим-то заниматься в этой стране. Ты просто это обозначаешь и действуешь. Это никакого отношения не имеет к тому, что... Ну это вот в целях пропаганды, да. Нам говорят, у них это есть вот наш пропаганда. Ответ Чемберлена. Это пропаганда, абсолютная пропаганда. Вот посмотрите, значит... Некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, не могут быть признаны некоммерческие организации, созданные Республикой Абхазия и административно-территориальными единицами. Это что означает? Это означает, что если государство типа это создало, да, или же местные органы самоуправления, то это вот их нельзя считать иностранными, независимо от того, они будут получать финансирование от международных каких-то организаций из других стран и так далее. Это означает, что мы, чиновники, у нас непререкаемое, да, пока вы чиновники, доверие, у нас вот да. Есть вот это, да, право, вот все, что мы делаем, считать это вот правильным. Вот все, что мы делаем, это и есть та истина, да, последняя инстанция. Вообще, это вообще такое вот неуважение к собственному народу. Говорит, что вот вас надо контролировать, а нас, чиновников, не надо. Мы знаем, с кем мы заключаем договоры, с кем мы сотрудничаем и от кого мы деньги получаем. Это наше вот как бы право. Ну вот дальше вот то, о чем да. вы... Да. Еще мне очень как бы фраза, на которую... Вот я хочу об этом. Да. И вот тут там, значит, так. Не является основанием для признания, да, иноагентами организаций, которые получают финансирование от признавших государственный суверенитет и независимость. Это вообще... Это какой юрист это написал вообще? Ну вот, знаете, ну вот мне кажется, такая вот дискредитация, да, вот как экспертов, как профессионалов, как юристов и так далее, кто вот этот закон подготовил. Во-первых, в других странах, где вот этот закон на постсоветской, в той же России, она признана всем миром. Ну и что? Что дальше? Если есть угроза и какие-то там, не знаю, силы из страны, которая тебя признала, хотя там... давайте пример приведем. Хотя например, там что-то, я даже не знаю, что. Я приведу пример. Какое-то имеет отношение к признанию. Из Абхазской ССР, проживающие, имеющие гражданство Российской Федерации, да. И проживающие на территории Российской Федерации, создают здесь неправительственную организацию. Не здесь, не здесь. Они живут в России. Хорошо, но создают, финансируют. Они живут в России. И вот они финансируют организацию здесь, проводят подрывную деятельность, но они не иноагенты. Не иноагенты. Вот. Ну вот как бы вот этот пример. Они не иноагенты. Нет, самое главное, они не должны ничего, не критиковать не должны власть. Все. И ничего, ты можешь, не знаю, чем угодно заниматься. Главное, что ты не критикуй. Даже если мы уйдем от признанных и непризнанных государств, любой человек, ну, в соответствии с этим законом, любая организация может получать финансирование из-за рубежа, из даже там разных стран и так далее, непризнанных и признанных, и дружественных и недружественных, и ты можешь заниматься своей деятельностью, но главное, чтобы ты не критиковал. А если ты не критикуешь, значит, ты иноагент. Если не критикуешь, значит, ты... Это вот настолько все белыми нитками шито, что этот закон направлен против граждан, которые
хотят участвовать в управлении страной, которые хотят, чтобы власть была подотчетна, да, вот против них этот закон направлен, который критиковать будет и критикует и так далее. Но вот посмотрите, что мы этим законом говорим? Мы говорим, что такие гражданские и политические права, как право на участие в общественно-политической жизни своей страны, да, у тебя нет. Потому что право на участие в общественно-политической жизни страны предусматривает, что ты и критикуешь власть, да, и призываешь к ответственности и так далее. Вот в соответствии с этим законом, даже не то, что участвовать в акциях, митингах, протестах, там, да, там, скажем, вот там, да, по топливному кризису или еще что-то, там другие. Не то, что в акциях протеста участвовать. Ты даже не можешь написать чиновнику письмо на недобросовестного, вышестоящему должностному лицу, на недобросовестного чиновника и критиковать его работу в местные органы самоуправления и так далее. То есть здесь столько всего внесено. Но это говорит о том, что нужно уничтожить вообще вот этот принцип народовластия в стране. А как этот принцип народовластия? Мы же говорим в нашей Конституции. Почему мы говорим, что этот закон антиконституционный, антинародный? Потому что прямое посягательство на конституционный строй, да? А в Конституции написано, что вся власть, источник власти – это народ. А как этот источник? В этой связи, знаете, я просто говорю, как эта власть должна быть реализована? Она же не какая-то вот как гипотетическая или абстрактная и так далее. Это же власть реально должна как бы быть реализована, если мы это в Конституции. Это юридический документ, да? Это такой документ, который, Я вот о Конституции. Конституция действует. 10 членов комиссии по конституционной реформе выступают за отзыв законопроекта об иноагентах. В этом списке есть и вы тоже. И мне кажется, это самое лучшее подтверждение того, что этот закон не может быть с точки зрения Конституции как-то оправдан, как-то обсуждаем. Да, надо сказать, что подписали 10 человек из 16, там один вообще, Кецба Тамаз, он из первого дня не участвовал в работе комиссии, а вот 3 из них, из этих 6, кто не подписал, 3 из них это судьи Конституционного суда, арбитражного суда и председателя Верховного суда. Они не имеют права, не могли подписать, мы даже к ним не обращались. Да? Вот. Так что 10 человек подписали под обращением к президенту, в котором говорится о том, что этот закон антиконституционный, и его принимать не то, что нельзя, мы просим в своем обращении отозвать этот законопроект. Вот. Просто конституционное это... И я должна сказать, что вот в числе вот этих 10 подписавшихся есть те 4 или 5 человек, это эксперты, которые участвовали в работе комиссии по конституционной реформе еще в 2015 году. То есть имеющие большой опыт. Эта комиссия вообще работы. При президенте Аслане Бжане была. Да, то есть Аслан тут Бжане, надо отметить, что эта комиссия, которая работала при нем, она говорит: не принимай, пожалуйста, это такие парадоксы, да, вот это мы работая в этой группе, у нас такие были задачи: сделать так, чтобы эффективным было управление в Абхазии. Да? Почему мы говорили о том, что Конституция нуждается в реформе? Потому что у президента слишком большие полномочия,
и нужно как-то вот подотчетность президента повысить. Кстати, я одна, ну вот и все члены в этой комиссии согласились на том, что говорить о парламентском правлении, парламентской республике преждевременно, потому что у нас очень слабые партии и так далее, и очень много минусов этого. И мы пришли к выводу о том, что следует оставить президентскую власть, но повысить подотчетность и распределить полномочия таким образом, чтобы она не была сконцентрирована, власть в одних руках. И при наших встречах с президентом президент как бы выражал, да, свою вот такую вот поддержку этому всему и так далее. Но потом мы поняли, что это все особо никто не поддерживает, потому что было направлено, вот, чтобы у президента, потом были внесены с президентом дополнения, когда дополнения связаны с тем, что у президента могут быть полномочия по распуску парламента. Да? И мы поняли, что все, что мы проделала, перечеркивалось одним вот этим предложением тоже. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот эта работа по конституционной реформе, она была направлена на то, чтобы власть не концентрировалась в руках одного человека. Вот этот закон, вот этот закон направлен на то, чтобы в Абхазии не то, чтобы власть была сконцентрирована в руках президента, но чтобы президент был, ну, как выполнял свои функции не как президент демократической страны, а как какой-то монарх, как какой-то там, не знаю... режим уже движется к тоталитарному. К сожалению, это абсолютно тоталитарный режим. Это видно, что этот закон приведет к тоталитарному режиму. Мы даже не имея этого закона сегодня, мы видим, что происходит в нашей стране, какие происходят серьезные посягательства на свободы в Абхазии. Даже не имея этого закона, президент позволяет... Ну вот посмотрите, что происходит. У нас беспрецедентное давление на СМИ. У нас не было раньше. Всегда СМИ старалась как бы благородить там работу власти, показывать все достижения и так далее, и все остальное. Были разные периоды, когда оппозиция не имела доступа и так далее. Но это все вот в таком очень динамично все это происходило. Но сейчас такого давления, когда журналисты не допускаются. Очень часто происходят заседания, там, не знаю, в том же парламенте в закрытом режиме. Да, создали вот это агентство, когда в администрации президента, когда все вынуждены как бы, вот под шапкой вот этого агентства работать. Эпснопресс тоже сегодня было независимым, сегодня это. Все это говорит о том, что... А что значит, когда нет свободы СМИ? Да? Самое главное, это доступ к информации. Люди могут быть и активными, и адекватно участвовать в жизни своей страны, когда они владеют информацией. Когда у людей нет информации, то ты можешь манипулировать этим, всем. Вот, почему я говорю, что этот закон посягает на основы конституционные, на основы нашего государства, на строй, на государственный строй Абхазии? Потому что вот этот закон не позволит реализовать основной принцип народовластия. Не позволит. Потому что принцип народовластия предусматривает, что в демократическом государстве должны быть... Самый главный принцип – это участие граждан в жизни своей страны, своего общества, своего маленького сообщества и так далее. Если участвовать в выборах и быть избранным, выбирать и быть избранным, создавать политические партии и так далее. И
эти принципы там, законности, принципы независимости судебной власти, там, не знаю, свободных выборов, подотчетности государственных, да, чиновников, все эти принципы не будут работать. Значит, у нас не будет демократического государства. Это значит, что у нас будет тоталитарный режим. Вот люди, вы знаете, я не знаю, я хочу, чтобы... Но моя цель вот вообще сегодняшняя, вот моего цель прихода к вам, да, просто обратиться к своему обществу абхазскому, чтобы они понимали, что все, что вот сегодня на телевидении они слышат относительно вот этого закона об иностранных агентах, о деятельности организации и так далее, что это все, они получают информацию ровно столько, сколько хочет дать наша власть. И получают ее такой, какой хочет дать им эта власть. А власть делает все, чтобы у обычных граждан, рядовых граждан, у представителей общественных организаций, у активной части гражданского общества не было возможности донести эту правду до нашего общества. Если этот закон будет принят в нашей стране, то все должны понимать, что у нас не то, что не будет развития Абхазии, у нас мы вообще будем уже, мы сами себя делаем изгоями. Это же и имидж, и все остальное, то, о чем вы говорили, да. В стране, где будет устанавливаться тоталитарный режим, сомневаюсь, что международному сообществу, да, захотелось бы, чтобы мы были бы частью этого мира. Да, банановая республика. Да. Это означает, что мы перечеркиваем все международные нормы и стандарты, заложенные мы не в нашей готовы Конституции. отказываться от своего пути. Мы не готовы, Да. но это означает, мы демонстрируем это всему миру, что мы сворачиваем на другие рельсы свою страну, что мы сворачиваем в сторону тоталитарного режима, и это говорит о том, что забудьте нас, как демократическая страна. И мы, значит, не претендуем быть частью этого мира. Может, кто-то не претендует, но мы да. Да. Все-таки еще один момент я хотел обозначить, что мы сегодня говорим о законе об иноагентах, да, коротко называя его так. Но это не единственная инициатива власти. И идет комплекс таких мер законодательных, направленных против существования независимого, свободного абхазского государства. Мы помним, с чего это началось. Под видом антироссийских настроений и так далее ратифицировали соглашение по Пицунде. Но мы знаем, что очень серьезные проблемы возникли с этой ратификацией. Если, конечно, с нотой какое-то чудо не придумали, и обществу будет показана та нота, которая была изначально, это подтвердит все наши опасения, какие у нас были, какие мы высказывали на протяжении уже 1,5 лет. Помимо пицунского вопроса и вопроса иноагентов, есть законопроект об апартаментах. Я думаю, что они к ней вернутся такими темпами, договора между МВД и Росгвардией. Дальше закон недвижимости, кстати, сегодня появилась информация. Президент недолго ждать пришлось. Да, президент, как мы знаем, сегодня встречался с Общественной палатой и представителями власти. И если эта информация верная, то президент сказал о том, что и закон о продаже недвижимости отдельно будет рассматриваться. Мы говорили о законопроекте об апартаментах, этого мало, давайте теперь продавать недвижимость, энергетика и остальные все инициативы. То есть идет комплекс мер, комплекс законов, которые ведут Абхазию к потере суверенитета
и к бесправию населения, Бесправному да, существованию. к фактически узурпации власти там, и так далее, так далее, так далее. То есть надо понимать, что вот картина, она так, более мрачная, чем может показаться, только если смотреть в сторону так называемого закона об иноагентах. Вот есть такая общая тенденция. И сегодня, задавая вопрос, как мы до этого дошли, да, как мы оказались в этой ситуации, нужно, мне кажется, я для себя отвечаю, что, конечно, весь вот, да, путь последних там, десятилетий, он был неверен, но нынешняя власть делает все, чтобы поднять флаг, и поднять флаг не независимой Абхазии, а поднять флаг, не знаю, коммерческих интересов, там, каких-то групповых интересов, и фактически упразднить Республику Абхазия. Все к этому ведется. И это комплекс таких законов. Сегодня вы можете не бороться и не сопротивляться против законопроекта об иноагентах, но завтра, поверьте, законопроект об апартаментах придет, и тогда те люди, которых вы сегодня там, да, сторонитесь, вот, не смогут высказывать свое мнение, потому что они как бы иноагенты. Да? Но это абсолютно видно, что для чего такой закон нужен в стране, да, чтобы... Это же, вот, мы должны все понимать, что такие законы просто так не появляются. Если такой закон появился, значит, мы должны понимать, что этот закон готовится под что-то, для чего-то. Да? А вот когда они говорят это для того, чтобы нам жизнь такую, да, благостную, это все вранье, понятно. Этот закон готовится под то, чтобы принять вот такой закон об апартаментах, принять закон о продаже недвижимости, принять или подписать такое соглашение. Там. Да, вот для этого всего нужно принять этот закон, а потом еще подписать соглашение, чтобы усмирить всех, кто будет сопротивляться. Мало ли кто-то еще появится. Нужно Росгвардию еще пригласить, чтобы нас вот всех заткнуть. Да. И потом все что угодно можно реализовать. Да какие проблемы, когда, вы знаете, даже сегодня... Вот уже 1000 человек подписали, ну, не знаю, 800 или уже вот около к 1000 приближается, людей, которые подписывают вот это обращение в парламент, чтобы парламент не рассматривал этот законопроект. Но есть вот люди, которые говорят, вы знаете, вот там кто-то не подписал, сказал, боится подписать такое соглашение. Это что? Это означает, что мы уже сегодня в такой ситуации в стране, когда люди боятся сказать что-то, боятся подписать какой-то вот такой совсем особый, не безобидный, да. Они просто выражают свою обеспокоенность. Значит, уже у нас уже все заложено. Этот механизм пущен по запугиванию людей. А запугиванию, что? Что тут удивляться? Людей, вот эти задержания на границе, этот механизм запущен. Запугивают людей, чтобы они не выражали свое мнение. И я хочу сказать, что сегодня у власти нет таких сил, чтобы кого-то запугать и бояться. Вот, но я, кстати, сказала на это, что многие не подписывают не потому, что боятся, а потому, что боятся... боятся быть там, не знаю, наказанным или еще что-то там за жизнь свою или там за жизнь своих близких и так далее. А боятся быть наказанным в том смысле, что потеряют свое место доходное, потеряют какие-то дивиденды. Вот этого боятся. Но я хочу всем сказать, что вы сегодня боитесь потерять место, а завтра вы потеряете свою жизнь. Вы знаете, вот этот закон, он же предполагает, что если мы... Вот вы обратили внимание, что там нужно внести очень много изменений в десятки законов, да, если будет принят этот закон? 2 конституционных закона, и
многие законы, которые говорят о там, массовых собраниях и так далее, и так далее. Да, То есть очень среди много законов, в том числе выборы... в Уголовный кодекс. То есть предполагается, что будут нести уголовную ответственность, если мы будем, да, нарушать, если в случае, если будет такой закон принят. Ну вот я хочу сказать, что вот этот закон, значит, он пишется, он предусматривает, что людей будут привлекать к ответственности. И к уголовной тоже. Значит, они предполагают, что если я не признаю, что я иностранный агент, значит, они меня признают иностранным агентом, и значит, если я не подчинюсь каким-то там правилам, которые будут расписаны в этом, да, законе, меня будут привлекать к ответственности. Но хочу сказать, что вот надеюсь, что и думаю, что в основном все гражданские наши организации намерены, да, так сделать. Но лично я и мои друзья, я конкретных людей имею в виду, когда я это говорю, не будут подчиняться этому закону, если он будет в этой стране принят. Знаете, вот такая вот будет акция неповиновения. Да? Мы не будем подчиняться антиконституционному, антинародному закону, нарушающий права и свободы граждан, нарушающий Конституцию во многих, да, пунктах, которая игнорирует, отрицает международные нормы, да, и стандарты, которые тоже которые заложены, гарантированы нашей Конституцией и так далее. Вот. И что в этом случае власть собирается делать? Они что? Будут приходить за нами, сажать нас? 37, это, 37 год, наверное, говорим, они да. так думают. Раз, знаете, говорят, говоришь А, говоришь и Б тоже, да? Значит, они предполагают, что такой закон они примут и так будут с нами бороться. Значит, они предполагают, что они будут приходить с нами в наручниках, за нами и в наручниках нас забирать. Вот как думает вот это нынешнее руководство страны, эти чиновники, которые сегодня находятся у власти, они готовы с нами воевать? Мы готовы умереть за свои свободы. Я хочу спросить, вот у наших этих чиновников, они понимают, к чему ведет это вот все? Понимают ли депутаты парламента, к чему приведет принятие этого закона? К дестабилизации в стране. Может быть, это тоже часть их плана по ликвидации абхазского государства? Я не знаю. Но я думаю, что если это приведет к массовой дестабилизации в стране, к массовым вот таким протестам и дестабилизации, может ко всему что угодно произойти в этой стране. И вот эти вот как бы желания вот это подписать соглашение по вводу иностранных, да, каких-то силовиков, да. Это все в ту же копилку по дестабилизации в стране. И потому что и здесь разные, самые страшные сценарии могут развиться. Понимают ли это чиновники сегодня или нет, я не знаю. Если они не понимали до сегодняшнего дня, они должны подумать. И когда они устраивают какие-то, когда вот эти все вот эти площадки разные, да, там в общественной палате и так далее, они не должны быть формально. Вот мы дали слово, выслушали и до свидания. Эти площадки, эти обсуждения нужны для того, чтобы всесторонне посмотреть на эту проблему. И всесторонне, да, изучить, какие последствия этого закона будут. А последствия самые ужасные. Вот кроме того, что мы говорили, последствия то, что посягательство на наши свободы, ограничения наших свобод и прав и так далее, это одно. Но это же не просто, ограничили наши права, и мы сидим. Нет, мы не будем сидеть. Вы знаете, я например, считаю, что 30 лет мы работали, чтобы это государство, да, развивалось, состоялось наше государство. А пришли люди, которые
За эти 30 лет я не видела, чтобы хоть участвовали где-то в обсуждении, что какую-то строчку написали, да, какой-то их идея какая-то была реализована относительно развития нашего государства и становления, да, институтов демократических. Они сегодня нам не то что указывают на то, что мы там не то делаем, но еще и хотят нас предателями выставить из своего народа. Это вообще, вы понимаете, это вот в таком сюрреалистическом мире мы живем. Мне кажется, лучше как-то вовремя одуматься, всем сесть за стол переговоров. И вот эти все, которые указания даны, да, и руководству АГТРК и другим, чтобы не давать нам слова, я думаю, что им надо пересмотреть все свои указания, да, и прекратить и остановиться. Вот, знаете, вот есть черта. Им надо остановиться вовремя, чтобы дальше эту войну с собственным народом не начинать. Вот. И я в связи с этим хочу обратиться ко всем, что времена, они всегда... Вы знаете, наше государство, наш народ пережил эту войну, да, с достоинством вышел, да. Вот, отстояли свою свободу. Вот. Разных президентов и коррупционеров пережили, да, пережили. И переживем и этот режим тоже, и этих чиновников тоже. Поэтому люди должны понимать, что у нас сегодня появился там один человек у власти. Это не означает, что ему надо подчиняться своим законам. И во-первых, не предавать свои ценности абхазского общества. Когда я сказала, что не предавать наши ценности, да, нашу историю, принципы. Наш путь, да, абхазский путь. Вот я хотела бы прочитать стихотворение Дмитрия Гуля. Вот завтра будет его юбилей, 150 лет. 150 лет. Вот. Стихотворение называется «Абрисопсара». Вот для меня, почему я подумала, что я шла сегодня, я подумала, наверное, мне очень хочется прочитать это стихотворение, потому что в этом небольшом, совсем небольшом, да, несколько куплетов стихотворения, вся наша суть, наша история, да, наше отношение к жизни, отношение к людям, видение своего места в этом мире, да. Мы открыты этому миру, мы хотим быть частью этого мира. Почему мы говорим, мы такой гостеприимный народ, да, вот это все, чтобы мы не забывали. Вот эти законы, они чужды, они не могут к нам никак быть применены. Они настолько чужды к нам, к природе нашего взаимоотношения, да, внутри общества и взаимоотношения власти и общества тоже. Это чужды нашему народу закон. И это стихотворение, на мой взгляд, показывает, насколько чужд этот закон для нас. Я хочу абрисопсара. Харанпиаз сасра и карандашк над сасайт сара. Сухють сухерц, усуста даура. Сара атунейту апасоп. И рубрялек сара сачхою. И ларгани уасхю. Сара сапсуп. Апсуажлар пасоп сара. Ажид цезны, аджамче, арабче, Кавказ, юкцани казцез, иреуптара. Сара сапсуп. Стола хочала сачхойт. Сара безжала сарзайку псращопа и дикко черкескоя. Сара сращоп,
ажәларқәа зегьы адунеиаҿ инхауа. Сара сырԥоуп абылрац сышиалҵыз. Сара сырԥоуп ԥхьаҟа ицо ажәларқәа. Сара сыԥсоуп. Сҭоурых ажәытәӡа иалоуп. Сара исашьоу иашьа соуп. Стәыла сышьха шлақәа сырԥоуп. Стәыла саԥоуп. Сабдуцәа урҭ рабдуцәа анышә иахьамадоу саԥоуп. Сара исашьоу срашьоуп. Ақьиацәа зегьы сара суацәароуп. Сара сгәанеила абри ажәеинраала аҭоурыхи аԥсуара закәи аԥсуа дазусҭои зегьы абра иаҳәоит. Аԥсуа ҳәынҭқар иааннакыларан иҟоу аҭыԥгьы иаҳәоит. Адунеи зегьы, сара адунеи ажәларқәа зегьы адунеиаҿ инхауа срашьоуп. Ԥхьаҟа ицо ажәларқәа сырԥоуп иҳәеит. Ҳара ҳазҿу иахьа. Ҳаиҳабыра шьҭахьҟа ҳаанрыжьырц рҭахуп иахьезла ҳара абри абылрац сышиалҵыз абри зегь ҳҭоурыхуми. Иара ҩажәи шықәса ироумагьы убри зегь ҳхашҭыр ҟалома? Убри зегьы ҳазусҭо ҳхашҭыр ҟалома? Ҳажәлар уара уаӷоуп, уара уаӷам. Адунеи зегь сашьцәароуп. Если убри убас ҳазымнеир, ҳаҳзынхома адунеиаҿы ҳаԥсуа жәлар зынхома? Ҳбызшәа зынхома? Ҳара ҳаибашьо ҳаналага. Ус иҳәоит ҳара аԥсуа ҳҿы иҟаӡамызт ауаҩшьра, не было смертной казни. Уи ус кровная месть была, не было смертной казни, не выносился приговор. Уигьы ус баша иқәӡамызт. Руаажәлар рықәырхӡомызт. Аӡәы ак ҟаиҵазаргьы кәыма акы дақәшәазаргьы ашьраҟынӡа инеиӡомызт. Ари азакон ашьраҟынӡагьы уназго азаконуп. Уи амҩа уқәлар иашоуп. Уи амҩа унықәла, уанӡагьы унеиуп. Уи акгьы ацәыԥхашьаз амас иалагаз. Ҭабуп ҳаиҿцәажәаразы Дырмит Гәлиа уаҵәы шәҩынҩажәаба шықәса ҵуеит диижьҭеи иаарласны амза ижәыхәба рзы иҵуеит ханижәи шықәса раԥхьатәи ашәҟәы рҩижьҭеи шьынқәба иӡӡари шьаҟрыла. Абарҭ арыцхәқәа ҳанрылацәажәо Дырмит Гәлиа уажә сара аӡәгьы изымдыруа сҳәаӡом, аха абри аԥсуа ҳәынҭқар, аԥсуа милаҭ қәԥара, иара аԥсуа литература мацара акәӡам шьаҭаркҩыс дызмо, аԥсуа идеиа, аԥсуа мҩа, убри иара шьаҭаркҩы, нас убри дызнылаз иааиртыз амҩа, ианылаз аҵарауаа, амилаҭ қәԥара аԥхьагылацәа, урҭгьы рышәҟәы иаарласны ханижәи шықәса хыҵуеит. Убри ашәҟәи абри азакәани убыс еиҿагылоит, иагьеиԥшуп, иагьеиҿагылоит. Избанзар излеиԥшу абри ашәҟәы зыҩыз агентцәахеит иаҳҳәозар. Нас аамҭа анца милаҭ қәԥара ашьаҭаркыҩцәа ҳәа рыхьӡҳәан, аха иара рнапы анаҵырҩуаз иҟоуп авидео сыԥшааит, убас машәыр шықәса ақәшәеит. Баграт Шьынқәба абра иӡахны игеит Москваҟа ирымбарц азыҳәан дааныркылозар абни ашәҟәы назгап ҳәа идыруан Сталини Бериа ишрықәшәоз, аха акгьы иацәымшәаӡакәа ирыҩит, ирҿагылеит зегьы реиҳа дунеиаҿы иазхарҵахьеит, ихьанҭаз арежим иаҿагылеит, иацәымшәаӡеит. Убри
иаҳнарбароуп ҳаргьы иахьа иахьатәи аамҭазы акгьы ҳацәымшәароуп. Ус иӷәӷәаӡам уажәтәи арежим уацәшәо иҟаӡам. уацәшәо иҟаӡам. Нас исҳәарыз убарҭ абри Дырмит Гәлиа иоума, Баграт Шьынқәба иоума, Константин Семенович Ҟарыл иоума, убарҭ ирҳәо ҳзаанрыжьыз убри ҳазымӡырҩо, ҳазымхәыцуа, абри иахьа ԥарала адепутатра инеиз роума, нас гьыс убарҭ роума раҳа ҳаззыӡырҩраны иҟоу, убарҭ ирӡбо ус раҳа ҳадгылароума. Убри азыҳәан ҳҭоурых зегьы ануп, аҭоурых зегьы ыҟоуп, еилукааратә иҟоуп, изҭаху изыҳәан. Даргьы ирзымдыруа иҟаӡам, ирхадыршҭуеит акәымзар. Убри азыҳәан аамҭа ишуҳәаз еиԥш, Леван, иахьа ас иҟоуп, аха уаҵәтәигьы аамҭа ааиуан. Зегьы рыхьӡқәагьы ҳҳәот, зегьы рыхьӡқәагьы нхот, дус иҟаиҵазгьы нхот. Убригьы изхәыцаат, рыхәҷқәагьы ирызхәыцаат. Шәызцәыԥхашьа шаҟа шәымҵан. Рыхәҷқәа зцәыԥхашьа шаҟа рымҵан. Ҭабуп иахьатәи ашьцәажәаразы, ҭабуп ҳахәаԥшуа зегьы шәнапаҵаҿы Аԥсны Хабар, Аԥсны жәлари, аԥсуа ҳәынҭқарреи ирԥырхагоу азакәанқәа шәыдшәымкылан.